Ну да, я еще вчера поинтересовался о результатах этих повторных выборов, и, не вылетая из Москвы, знал результаты. И уже тогда сказал, а сейчас перед партийным активом, что мы, конечно, должны очень внимательным образом проанализировать результаты этих выборов, как там, где одержана победа, и там, где представитель от «Единой России» не смог победить. В чем причина этого поражения? Или в неправильности отбора, в неправильности избирательной кампании и ее идеологии, или слабой активностью избирателей, что мы их не смогли отмобилизовать. Вот все это должно и стать предметом анализа. Если говорить о результатах, я не могу давать оценку в целом, как работает партийная организация. И думаю, было бы с моей стороны это достаточно некорректно, потому что я еще менее суток нахожусь здесь, в Якутске, чтобы давать такие оценки. Но то, что, общаясь с руководством партии, я почувствовал и глубокую заинтересованность в том, чтобы предварительное голосование 22 мая провести конкурентно, открыто и легитимно, такой настрой есть. Этот настрой совпадает с той позицией, которую выразил Генеральный совет и Высший совет партии, когда определял не только федеральных уполномоченных, но и эти принципы. И с нашей точки зрения, чем больше людей мы привлечем к 22 мая к избирательным урнам, тем более качественного кандидата мы получим для участия в основном, как я говорю, люблю по-спортивному говорить, соревнованию 18 сентября. Но это не приходит просто. Для этого необходима кропотливая работа и по разъяснению целей и задач. Необходимо проявить максимум заинтересованности в том, чтобы открытость и конкурентность была соблюдена при выдвижении кандидатов, чтобы дать возможность всем кандидатам, по крайней мере, равные возможности в дебатах друг с другом, чтобы эти кандидаты могли действительно подготовиться в случае своей победы и в дальнейшем обобщить все лучшее, что прозвучит во время подготовки к 22 мая. На съезде партии 6 февраля будет сформирована федеральная часть предвыборной платформы партии и пути ее достижения. Я настраиваю своих однопартийцев, чтобы подготовка к праймерис 22 мая позволила нам сформировать региональную повестку дня по подготовке к выборам и участию в предвыборной борьбе с другими политическими партиями 18 сентября следующего года. Вот такая задача перед нами стоит совместная, и я думаю, что, объединив усилия, привлекая к этой работе общественность, вы увидели, что я сегодня встретился и с Общественной палатой, и Общероссийским народным фронтом, ветеранскими, женскими, молодежными организациями, уполномоченными по правам человека, с бизнес-сообществом, это и торгово-промышленная палата, деловая Россия. Мы обсудили эти вопросы, и я просил их помочь нам на всех этапах подготовки. Если мы вот такое гражданское общество привлечем к реализации задач, поставленных в идеологии предварительного партийного голосования, мы действительно получим того кандидата, который сможет достойно представлять не только интересы Единой России, но и всех жителей Саха-Якутии. Раньше мы этот предварительный отбор производили как бы корпоративно, внутри самой партии. Теперь этот отбор будет производить жители, население Саха-Якутии. Это вот главное. Какие критерии? Я думаю, что главный критерий – это, безусловно, чтобы человек в этой жизни уже что-то достиг, или в образовании, если это молодой человек, или, конечно, в трудовой деятельности, чтобы он был действительно патриотом Саха-Якутии, и видел развитие республики через общее развитие Российской Федерации, укрепление суверенитета нашей страны, и ее экономики и социальной сферы. Я думаю, что вот именно в такой конкурентной борьбе этот человек должен будет победить. Но если мы одни и те же лекала на всю Россию распространим, одни и те же требования, то у нас будет, допустим, человек 45 лет, женщина или мужчина, кандидат наук, юридических или философских, но это будет неинтересно. Нам интересно, что в различных слоях
нашего общества есть одаренные, способные люди, которые и сегодня приносят, и могут принести пользу и республике, и нашему государству на федеральном уровне.